10 миллионов рублей на ветер. Предприниматель Василий Рожин заказал 3 вагона сахарного песка. Приехав в Нерюнгри за товаром, он обнаружил, что внутри вагоны почти пустые, и вместо песка сахарного в мешках песок речной. Розалия Борисова продолжит. С мрачным лицом Василий Рожин наблюдает, как вскрывают очередной вагон из города Героев. В конце апреля из Волгограда отправили первую партию сахарного песка. Но в Нерюнгри вместо долгожданного груза предприниматель получил вагон речного песка. И этот вагон у нас вышел 21 апреля и пришел 7 мая. И 8 мая вскрыли вагон. Вот по накладной было написано 1353 сахара. А там оказалось 809 мешков речного песка. Как только вскрыли первый мешок речного песка, Василий решил связаться с поставщиками, но так и не смог. Не дозвонились и мы. По факту транспортной полиции Нерюнгринского района возбуждено уголовное дело. В ходе проверки установлено, что при погрузке вагонов, значит, там не присутствовали работники станции РЖД. При отправке также вагона грузчики были с собой привезены отправителям. И можно сказать, что бесконтрольность работников станции в Волгограде в конечном итоге получили то, что мы сегодня видим. Всего из Волгограда ожидали 4 вагона с сахарным песком. В Якутию прибыло 3 полупустых с деревянными досками и мешками с песком совсем другого происхождения. Последний, 4-й, мошенники не загрузили. Вагон таки стоит в городе Герои на железнодорожном вокзале. Я потерял больше 10 миллионов рублей. Все деньги заказчиков этих сахаров, этих вагонов. Написал заявление в прокуратуру на имя Подсластенко Анатолия Анатольевича, на имя министра внутренних дел республики Прокопенко, на имя генерал-майора Федеральной службы безопасности Барышева. Все инстанции будем достучаться и буду идти до конца. Мне уже назад идти некуда. Расследование в скором времени начнется в городе Герои. Вместе с правоохранительными органами обстоятельства дела стараемся узнать и мы. Вместе с коллегами из Волгограда мы следим за развитием событий. Розалия Борисова, Галина Якимчак, НВК Саха, Якутск, Нерюнгри.